Медет Цугар, приветствую Борис Балеев, Оксана Санжинова. Это вот кандидаты в депутаты Народного Хурала, которых мы поддерживали, наблюдательный полк. Уже все эксперты, какие есть у нас в Калмыкии там, и в соседних регионах, высказались о выборах, отметили, что они прошли гладко, честно, хорошо все, да. Вот Единая Россия там добилась результата. Вот теперь настало наше время, мы специально ждали, пока все выскажутся, чтобы дать объективную картину, потому что мы, на днях мы выложили отчет. Кто хочет, кто еще не смотрел, можете посмотреть. Оставим ссылку в описании. И спросим у непосредственных участников этих выборов, как они решились в них участвовать, какие были планы, ожидания, и как все прошло. Привет всем, меня зовут Борис Балеев, я избирался по Калмыцкому одномандатному округу номер 5, это 2-6 микрорайон, Калыкова улица, это небольшой частный сектор, выше Пьяной улицы получается. Мендут всем, здравствуйте, меня зовут Оксана Санжинова, я являлась, и являюсь, в принципе, потому что статус сохраняется, зарегистрированным кандидатом в депутаты Народного Хурала парламента Республики Калмыкия по одномандатному избирательному округу номер 1. Я выдвигалась и по партийному списку, первая территориальная группа, и как кандидат по одномандатному избирательному округу. По результатам выборов в Народный Хурал Единая Россия получила 23 места, КПРФ 2, и по одному получили Новые люди и Справедливая Россия. То есть всего 27 депутатов. Теперь все на деле увидели, что же такое смешанная система. Все одномандатные места, получили представители Единой России. 10 мест вот как раз распределили партии. Из них получается 6 ушло Единой России, 2 КПРФ, по одному Новым людям и Справедливой России. Как вы вообще, вас эти результаты? Ожидали вы такие результаты или на что-то другое надеялись? Это было ожидаемо, в принципе, но, конечно, в глубине души я надеялся на другое, то, что результат будет другим, на самом деле, потому что 23 мандата в Хурале от Единой России, на самом деле, это катастрофа, я думаю, это мое мнение, потому что это очень много. Раньше намного было больше представителей других партий. Вообще, если рассказать историю, как я пришел, хотел бы рассказать историю, как я пришел к этому, стать кандидатом. Все началось, наверное, в 2019 году, 1 октября, или 26 сентября это было. Это были первые митинги против назначения Дмитрия Трапезникова, где мы все собрались. Тогда, конечно, я даже и подумать не мог, что я буду баллотироваться в Народный Хурал, но именно история, она берет начало именно 2019 года. И постепенно как-то показать даже, то, что на самом деле у нас в республике есть же гражданское общество, потому что в интервью даже на Зан онлайне я таки сказал, что меня мотивировали это Намсыр Манджиев и Санал Бушиев. Почему я пришел на эти митинги? Потому что была, как говорится, оппозиция. И на самом деле в таких моментах всегда должно быть гражданское общество. Гражданское общество – это неотъемлемая часть политической жизни вообще в стране и в республике должна быть. А у нас часто тоже в спорах, в чатах, люди пишут, что ходить голосовать или не ходить голосовать там. Я думаю, в любом случае голосовать нужно. То есть, своего рода как пример, и на самом деле была такая надежда на самом деле выиграть. Но как оказалось, как я уже потом понял на третий день голосования, что мне достался самый сложный округ, это 5-й округ. Почему самый сложный? Потому что там избирались 2 действующих депутата. То есть это Наталья Манжикова и Ачир Халгаев. То есть они были уже действующие депутаты. И, соответственно, для меня это был самый сложный округ. Но, тем не менее, на 4 участках я занял 2-е место, на 2 – 3-е.
ну, в общем, грубо говоря, пришел четвертым, вторым я пришел. Хотя у нас вот, от новых людей, не помню, кандидата, вот, как голоса, кажется, у нас одинаково, голосов. Вообще у вас и у тебя, и у Оксаны по 471 голосу. Вот. Такое совпадение, да? Совпадение. На разных округах. Может быть, закономерность какая-то. Это был мой первый опыт. Я вот хочу, честно говоря, поблагодарить всех тех, кто за меня голосовал. Для меня очень, так сказать, большая честь будет даже познакомиться со всеми этими людьми вообще в дальнейшем. И видеть его на самом деле при подсчете, видеть бюллетени, да, вот с галочкой напротив своего имени, это дорогого стоит. Я впервые в жизни это ощутил, и на самом деле это очень, как сказать... Представляешь, как Ачир Халгаев радовался? Конечно. Халгаев. Тем не менее, да, кстати, я еще хотел рассказать то, что в моей предвыборной кампании я записывал видео, запускал такой челлендж, клятва честности на выборах на народных Урал. К сожалению, мой челлендж никто не поддержал, даже ни наблюдатели, ни другие кандидаты, ни кандидаты от КПРФ. Я думаю, это для первого раза, в принципе, неплохо. Я думаю, выборы у нас еще будут, и на все выборы, я думаю, это войдет как традиция. Поэтому я призываю всех, кто будет баллотироваться, кандидатов, всех членов комиссии, всех наблюдателей, да, вот именно поддержать этот челлендж. Он не заканчивается, поддержать этот челлендж. Для чего? Для того, что, во-первых, я думаю, если человек избирается, это человек осознанный, да, он идет более-менее, это у человека есть лидерские качества, и на осознанных людях на самом деле больше ответственности. И они должны сделать первый шаг. Подать пример тем, что... Потому что у нас люди, как сказать, разочаровались на самом деле в выборах, то, что наотрез не отказываются ходить на выборы. Я думаю, ну вот смотри, ты просто, мне кажется, с челленджем задал высокую планку слишком, поэтому люди как бы не решились повторить челлендж. Я перед выборами же говорил, что надо принять ЦР просто наблюдателем всего на 3 дня. Это как-то попроще, легче. Да, все равно, что 3 дня не курить, получается, да, там для курильщиков. Я же к этому и клоню, потому что на самом деле, как бы я писал людям, кандидатам КПРФ, что нижнюю строчку можно не говорить. То есть, если люди боятся, на самом деле, ну, в принципе... Какая нижняя строчка, как она звучит? И пусть Махакала вырвет мое сердце, получается, если я нарушу данную клятву. То есть, я думаю, следующий челлендж, он будет без этой строчки, чтобы дать людям возможность, может быть. У нас и так высокий процент сердечников в Калмыкии, поэтому и на самом деле опасная еще, клятва. Клятва опасная, это, во-первых, я ее тоже взял не с потолка, это не какая-то идея там просто. Ты не с интернета скачал, да? Это... Да, не с интернета, слова я писал сам. Так вот. Но она пришла, в общем, это не просто идея. Я думаю, люди, кто понимает, они поймут это, кто знает, они поймут это. И что я хотел сказать, то что на самом деле люди, осознанные люди, либо лидеры, да, они должны дать людям такую возможность, надежду, да, на честные выборы. Поэтому я призываю всех членов комиссии, кто будет членами комиссии, кандидатов, чтобы возобновить этот интерес, поднять интерес к выборам, люди шли на выборы, голосовали, принять такой челлендж, это было одно из моих таких, как сказать, элементов. Ну это в принципе логично. У нас религия, она наша, как сказать, жизнь не последнее место занимает, потому что когда там детям надо поступать куда-то или еще что-то, мы обязательно идем в хурул, да, там дорогу открываем, еще что-то. Почему тогда перед выборами не ходить? Это, в принципе, это может стать хорошей традицией. И главное, чтобы она, как сказать, потому что на некоторые моменты люди, мне кажется, сильно забивают, когда уже как должное воспринимают. Пошли в хурул, вышли, сразу уже забыли, что они были в хуруле. Вот, главное, чтобы это не превратилось. А так идея хорошая. Почему, на самом деле, клятва, как ты говоришь, была жесткая? Потому что, если взять, например, пример инаугурации, когда дают клятву, на Занулане я говорил об этом, что там давали клятву из Джангара, из эпоса Джангара. То есть, на самом деле, эта клятва, она превратилась как
в имитации, да, просто какую-то формальность. Ну да, а там же слова такие тоже, там вырвем сердца. Там. Да, ну там вот как раз-таки после выборов я когда почитал эту клятву, на самом деле, и я понял, что она в реальности так и получилось, то, что на самом деле когда ты оставляешь, становишься уязвимым для защитников, будь то Батисат, если ты нарушишь эту клятву. То есть я думаю, на какие-то осознанные умы людей это повлияло, на самом деле. Комментарии были очень хорошие, на самом деле. Негативные были только от фейков, либо от закрытых аккаунтов, скорее всего, это просто чьи-то знакомые, чьих-то депутатов, в общем, заинтересованные лица, в общем, скажем так. А так, видимо. Цирен озвучил сейчас цифры итоговые, подведенные избирательной комиссией Республики Калмыкия, о том, сколько мандатов кому распределилось. И, в принципе, да, мы действительно, я соглашусь здесь, что мы увидели здесь такой эффект, даже не буду точно утверждать, он запланированный или ожидаемый эффект для «Единой России» от введения именно смешанной избирательной системы. Могу только предположить, что в какой-то части, конечно, он запланированный, что «Единая Россия» с учетом общей ситуации в обществе, в стране, она все-таки понимала, да, что и с учетом итогов выборов 2021 года понимала, что есть риски для получения тех или иных цифр, если избирательная система останется прежней. Поэтому в том числе и в этом состоит цель изменения избирательной системы. Было понятно и с учетом всяких опросов, и с учетом предположений тех или иных экспертов, что все-таки, несмотря на то, что, конечно же, мы надеялись на лучшее, но мы все знаем, каковы наши реалии, особенно те, кто не в первый раз участвует в избирательных кампаниях. И было ожидаемо, что 17 мандатов именно по одномандатным избирательным округам получит «Единая Россия». Было предположение, что может быть один-два, может быть, уйдут другим партиям, но основная масса останется у «Единой России». Иначе какой смысл им было бы так активно рекламировать изменения избирательной системы? Это как бы не детские игры, да? Люди подготовленные разрабатывают эту схему, причем не в какие-то короткие сроки, а относительно заблаговременно. Поэтому здесь, конечно же, иллюзий питать не стоило, но все-таки всегда мы надеемся на лучшее, да, что где-то какой-то сдвиг произойдет. Чего не произошло. Мое отношение именно к тому, какой мы сейчас увидели парламент «Единой России», так можно сказать. Да? Я его назвала однобоким парламентом. Для меня лично парламент именно с такими цифрами, когда не просто большинство, а подавляющее большинство мандатов. Это 17 одномандатных, да, и плюс 6 по партийным спискам. 23 мандата из 27 в руках одной партии. Но мне кажется, в условиях, когда у нас вроде бы провозглашают, что демократическое государство, это, на мой взгляд, просто неприлично. Мне кажется, что и они сами немного обескуражены таким результатом. Да, в какой-то степени перестарались. Возможно, по партийным спискам был немного другой расклад, и все-таки не должно было 6 мандатов уйти «Единой России». Хотя бы 1-2 должно было быть, на 1-2 должно было быть меньше. Для меня это просто, не говоря о самих итогах выборов, а вот эти цифры, именно то, какой стал парламент, для меня это неприлично. Другое слово я не могу подобрать. Даже нам неудобно, мне было неудобно эти итоги видеть. Как-то я не понимала, в какой я нахожусь реальности вообще. Поэтому, да, что имеем, то имеем. Что теперь поделаешь, да, все мы должны сделать выводы из того, что получилось. И у нас нет иного выбора, как идти дальше. Просто идти дальше с тем, что у нас есть. Вот такое мое отношение к этим цифрам. Так, я сейчас тогда немного расскажу о реальных цифрах, да, статистики, которых не упоминали еще никто из экспертов, да, только говорят конечные результаты. Но известно, что явка
официально 42% по Калмыкии, но по Элисте она 29%, 29,36%. И, естественно, она сильно начинает расти в районах. Там Сарпинский район самая низкая явка, потому что там работала много партия «Справедливая Россия», и вот Артем Ирниев, которого сегодня тоже нет, которого мы тоже поддерживали, кандидат от КПРФ был. То есть контроль на этих участках хотя бы явки был. Вот. Ну и самый высокий результат — это Киченеровский район, да? Там у них явка 77,5%. Там такая была ситуация, что он был не контролируем. Да, там наблюдатели вообще не зарегистрировали. То есть вот и результат. Тут как бы, любой здравомыслящий человек понимает взаимосвязь. Вот. И по этому ошеломительному результату, да, хочется как раз реальные цифры сказать. Если взять Элисту, которая более-менее контролировалась в этот раз, как и в 2021 году, и сравнить цифры. Единая Россия набрала в Элисте 39,5%. Это больше, чем в 2021 году, тогда они набрали 26,66%. Но если говорить натуральном выражении, да, в людях, то в 2021 году за Единую Россию насчитали, я не говорю проголосовали, а говорю насчитали, комиссия, да, 10 495 голосов, а в 2023 году за Единую Россию насчитали 9 811 голосов. То есть в 2023 году людей еще меньше проголосовало за Единую Россию, несмотря на то, что контроль был слабее, наблюдатели были менее подготовлены, то есть было мало времени их подготовить. Но тем не менее за Единую Россию проголосовало еще меньше людей. О чем это говорит? То есть в 2021 году вы все помните, что бюджетников, можно сказать, прям гнали на участке. Их гнали в рабочий день с 8 до 9 утра. Они стояли огромными колоннами под видеокамеры, их всех снимали. То есть, это так мне кажется, это такое унизительное действие для людей. Да, даже я знакомых встречала в этих толпах, и они так стояли, прятали глаза, отворачивали. В этот раз такого не было. Все заметили, что не было прям, что людей заставляли идти, да? Но явка меньше, но раз уж не заставляли бюджетников, то другие люди, тем более многие не пошли голосовать, поэтому явка меньше. И она выражается и в том, что за КПРФ проголосовало в этот раз в Элисте 4238 человек, а в 2021 году это было 11 495 человек, больше, чем за Единую Россию. Тут, мне кажется, два фактора. Во-первых, из-за того, что многие не пошли голосовать, разочарованы в принципе всей ситуации там в России, да и в Калмыкии, именно те, кто протестно голосовали. И то, что сама партия КПРФ, грубо говоря, я не пытаюсь вас обидеть, да, вы от КПРФ ждете, слилась, потому что еще до выборов пошли такие разговоры, что прям официальные новости были, что они пришли к какому-то консенсусу, да, эти партии, там, чтобы были какие-то договоры, чуть ли не официальные, да, и чтобы выборы прошли честно, тихо. Они прошли, по сути, тихо, как договорились. Но за КПРФ проголосовало более чем в 2 раза меньше людей, чем 2 года назад. Я не знаю, устраивает ли саму партию этот результат, высказывались ли они об этом, сделают ли выводы они, потому что, раз уж они доверяют этим результатам, то можно сказать, что работа партии КПРФ провалилась за эти 2 года, что за них проголосовало в 2 раза меньше людей. Тут нужно какие-то выводы делать с разбором полетов, наверное. Кто их будет разбирать? Дзюганова приглашать. Вот такие вот цифры. Поэтому
то, чего вы добились, вашего результата, конечно, он не отражает реальные картины. Я уверен, что вас поддержало, скорее всего, больше людей. Ну, вот те голоса, которые вы смогли отстояли, да, по 471 голоса. Это тоже немало. Это все живые люди. И, ну, получается, вот сколько? Уже, считай, 1000 человек, да, это 1% от всего населения, да, города. По поводу того, что выборы прошли тихо, действительно уже много об этом. Ну, это, можно сказать, прямо идет такой проходной линией, да? За весь период освещения избирательной кампании. Да, все эксперты, и псевдо, и недо, да, и, может быть, какие-то реальные из них, все отметили, что выборы прошли спокойно. И даже когда в один из дней голосования я отправилась, ну, я так называю это, в разведку, в штаб общественной поддержки «Единой России», потому что они несколько раз звонили мне и до дней голосования, и в дни голосования, просили прийти. Якобы они приглашают всех кандидатов записать свое мнение. Ну, я, конечно, туда отправилась, думаю, использую площадку для того, чтобы сказать о своем, о наболевшем. Но не тут-то было. Для кого-то это будет выглядеть как какое-то оправдание, ну, как бы каждый пусть понимает в силу своего восприятия, отношения, может быть, да, субъективного. Но объективно было так, если кто-то может сказать иное с подтверждением, пожалуйста, да, я не буду каких-то доказательств показывать. Переписка у меня имеется с человеком не местным, приглашенным «Единой России», который отвечал за эти съемки. И, к сожалению, то, что было опубликовано, как раз-таки и содержит фразу мою, что выборы прошли относительно тихо, примерно такого содержания. Но это вырвано из контекста, потому что там еще идет развитие. Вот об этом развитии я сейчас, используя эту площадку, скажу. Раз там как бы не удосужились вот так чистоплотно отработать. Выборы прошли относительно тихо, но явно относительно тихо. То есть не было явных нарушений. Не было явных нарушений, мы понимаем все почему. Для того, чтобы не, грубо говоря, не драконить, да, участников избирательной кампании, потому что это вызвало бы определенную реакцию, создался бы шум, да, опять скандалы и так далее. Мы где-то старались тоже придерживаться вот этой вот политики по поводу того, чтобы просто впустую не шуметь, по крайней мере я. Ну, лишний раз давать возможность называть себя скандалистами, да, раздувателями каких-то историй намеренно, а без намерения непосредственно, честно участвовать в избирательной кампании. Поэтому о некоторых моментах я даже не высказывалась во время дней голосования, ну, честно сказать, некогда было даже. Я просто хотела все сделать в правовом поле, но нарушения, тем не менее, были. У меня были в моем округе практически на всех участках. Нарушения разные. Для кого-то они покажутся мелочью, в том числе для провластной стороны. Ну и у нас в избирательном законодательстве так написано, что нарушения, если они могли повлиять на действительную волю избирателей. Такие нарушения у нас считаются нарушениями. Но доказать, да, было ли влияние или не было, это очень сложно в наших реалиях. Но по моему мнению субъективному, эти нарушения, они могли повлечь за собой тот или иной результат, который для нас во многом может быть и скрыт. Я не могу о нем сказать, тем более с подтверждением какими-либо доказательствами. Но, допустим, на одном из моих участков была вскрыта дверь утром одного из дней голосования. Вот. Все было оформлено законно. Мы до сих пор ждем итога разбирательства правоохранительными органами. На других участках тоже различные нарушения, в том числе такие допускаемые от сотрудников правоохранительных органов, это то, что они оставались ночевать
в помещении для голосования. Некоторые прям вот сопротивлялись, не хотели его покидать, приходилось задействовать и руководство МВД, и избирательную комиссию Республики Калмыкия. Был случай, что и полицейский, и, думаю, непосредственно председатель одной из участковых избирательных комиссий, расположившиеся в помещении одного из бюджетных учреждений городских, они просто вообще забаррикадировались, закрыли все входы и выходы, и ворота, и калитки цепями, с замками. Я не могла туда войти, хотя я предупреждала всех заранее, что я буду курсировать между избирательными участками во время подсчета голосов. Но я думаю, это отчасти и намеренно было сделано, чтобы ограничить доступ. То есть вот такие вот нарушения, которые наверняка повлекли за собой иные нарушения, которые зафиксировать, естественно, я не смогла ввиду того, что не могла пройти на участок, или меня не было в силу того, что были вот эти вот ограничения. То есть все-таки нарушения были. Это такая тишина, это была только вот наружная, можно так сказать. А нарушения, которые из года в год во время избирательных кампаний допускаются и сотрудниками правоохранительных органов, и участковыми избирательными комиссиями, и другими участниками избирательной кампании, они были. Другой вопрос, кому-то удалось зафиксировать их или нет. Некоторым не удалось зафиксировать. Еще раз повторюсь, разбирательство продолжается, и я еще не поставила точку в этих ситуациях. Поэтому нет оснований утверждать, что все прошло тихо, спокойно и без каких-либо изъянов. Ну да, нарушения были, и, например, вот в 4-й школе, да, удалили наблюдательницу. Опять же, тоже. Один из громких, да? Трудно, да, доказать, что повлияла ли она на волю избирателя, но тем не менее суд стал на сторону комиссии, ее удалили. Хотя это была провокация, то есть перед этим был такой трюк совершен там членом комиссии, председателем этой комиссии. Были также провокации, когда наблюдатели говорили, что приходят какие-то люди на участок с газетами «Справедливой России» и раздают ее. И предлагают прям наблюдателю от «Справедливой России», но их предупредили, чтобы ничего не брали. Об этом даже упомянули, по-моему, в канале Бумба, который Сиренко ведет. Там они писали, что вот типа «Справедливые Росы» продолжают там что-то там разносить, да, газеты. Хотя, ну, они об этом, они, наверное, разносили, получается, раз об этом знают, да. Ну и об этом случае они указали, что вот наблюдательница там пыталась повлиять там на волю избирателя, да. Ну, это один голос, да, во-первых, даже если бы она хотела повлиять. А во-вторых, ну, все было реально спровоцировано. Это именно тот наблюдатель был, который была очень активная в первый день, и комиссия как бы напряглась, понимала, что от нее надо избавиться. Ну и были даже проколы, да, проколы шин, которые были все-таки были в 2021 году, они были в первый день, да. И если честно, мы как бы даже, ну и хорошо, что это сделали, потому что такой хайп поднялся, шум, да, а тут сделали в последний день, прямо перед подсчетом, уже участки закрылись, прокололи шины в Малых Дербетах кандидату от «Справедливой России», одномандатнику, Тадаеву Борису Николаевичу. Ну, с целью того, чтобы он, наверное, не присутствовал на участке там при пересчете. Ну, вообще я хочу сказать, что я и во время всех дней голосования предупреждала тех наблюдателей, которые работали от меня и от партии, что некоторые из них неопытные говорили, у нас все спокойно, к нам даже хорошо относятся, спрашивают там, что вам еще, как бы, чем бы угодить, да. Я всех предупреждала, не поддавайтесь, не вдавайтесь в такое вот положительное состояние, да, что все хорошо. Потому что, и не хочу говорить, как в воду глядела, просто я это реально знаю, исходя из опыта. Я им говорю,
я им говорила так, что ближе к закрытию участков в последний день голосования вы увидите совершенно других людей. Вот это самое интересное. Да, совершенно других людей. И потом они мне говорят, некоторые были в шоке, говорят, мы не понимаем, как люди могут так поменяться резко. Ну, на что я им говорила, я вас предупреждала, я вас готовила все эти дни. Поэтому вот самый пик здесь все-таки избирательные комиссии, уж не знаю какого уровня, те, которые учили участковых, а кто-то из них и сами проявляли прыткость, да, и рвение. Они учли все ситуации 2021 года и были, надо сказать, что подготовлены в той или иной степени, но были подготовлены. И они наметили вот именно вот такой свой прыжок, да, в отрицательном смысле, именно к окончанию дня последнего, основного дня голосования, 10 сентября. Ну, а когда уже участок закрылся в 20:00, там уже, естественно, им как бы уже бояться было нечего. А с чем это связано? Вот люди со стороны, может, не понимают, да, они даже некоторые говорят, ой, какая разница, да, там. А все очень просто. Просто когда закрывается участок, они понимают, что человек уже оказывается в ситуации, когда ему нужно следить за подсчетом бюллетеней, ему просто некогда сидеть, писать жалобы, куда-то звонить, да, и так далее. Ему некогда реагировать на вот некую наглость, инсинуации всякие, да, провокации избирательной комиссии участковой, а где-то и наблюдателей, которые помогали участковой избирательной комиссии от других партий спойлеров и кандидатов спойлеров. То есть почему они активизировали вот это все свое отрицательное именно к этому времени? Потому что они понимают прекрасно, что уже в эти считанные оставшиеся часы сложно как-то отреагировать надлежащим образом на их вот эти все выпады. Даже сотрудники полиции. И сотрудники полиции. Не, ну так, в 2021 году же как раз и было участки, на которых все было тихо, спокойно во время выборов, да, во время этих 3 дней. Именно на этих участках и выиграла Единая Россия. Как бы это такие, значит, председатели, психологи, наверное, хорошие, да, они заболтают. Да. Может быть, и это. Они понимали, зачем им самим растрачиваться даже энергетически, да, спокойно просидеть. И... Да, в 2021 году яркий пример был, это 10-я школа, где на одном участке они в коридоре, там, в два крыла, там, то есть, если заглянуть, можно второй участок увидеть, да, там, с одного участка увидеть другой. И на одном участке побеждает КПРФ, на другом побеждает Единая Россия. Как раз на том, где наблюдатели говорили, да, у нас все хорошо, спокойно, тихо. Бдительность называется. Да, они их усыпили, да. Усыпляют бдительность. На самом деле, прошли честно выборы или нет, я думаю, во-первых, они прошли не на равных. Не, ну они всегда проходят не на равных. Машина административная. И у нас всегда там со всех сторон наблюдателей оказывалось давление, психологическое давление. Это от членов комиссии, от сотрудников полиции и от других наблюдателей. Не говоря уже в момент закрытия, после закрытия участковых участков избирательных. Это было вообще, потому что я в 20-й школе оставался. Там наблюдатель не пишет так и так, мне там не разрешает. Уже посчитались, я прям хотел момент подсчета, когда я показываю галочку. Я прихожу туда и прошу своего члена комиссии, чтобы она пересчитала листов по Единой России. И там начался такой прям... Не пересчитали? Не пересчитали, на самом деле половину пересчитали, просто там, я же рассказываю. Там были, да? Там такой ор поднялся. Я в жизни столько наблюдателей не видел на участке. Там такие крики, мы хотим домой, визги, писки. И во всей этой картине я когда оглянулся, я увидел кричащую маму своего одноклассника. Я тогда вообще просто, не знаю, так все настроение упало. В итоге половину мы пересчитали в этом. Сотрудники полиции стояли, молчали, в общем, а когда я начал, в общем, возмущаться, они начали мне делать замечания, напишите жалобы, там, то есть это был... Скандалист, да? Да, то есть провокатор. Люди переходили на личности. Это излюбленные методы. Да ты там такой-сякой, там, что ты сюда пришел, там, ну, то есть, доходило до такого, понимаете? Не, еще хочется отметить... то, что члену комиссии от КПРФ, да, я поверил, она сказала, я сама лично все перечитала, просто именно в тот момент у них просто тактика такая, понимаете, когда ты касаешься, например, хочешь пересчитать свои голоса или чужие голоса, то есть начинается хай-вай, там, то есть
это просто бесполезно. Это работа, это психология такая. На самом деле, какой человек нормальный будет там на вот этих низких частотах там, да, что-то разговаривать, там, что-то пытаться доказать. Он, естественно, скажет, нет, это политика, это такое дело. То есть это делается специально. То есть не зря приезжают политтехнологи с Москвы, там, обучают наблюдатели Единой России. Там, это пораженные люди просто. У них опыт просто бешеный. И новичок, наблюдатель туда приходит, когда видит эту картину, естественно, он получает негатив, и он просто туда больше не придет. Понимаете? Естественно, это все по закону, это очень сложно сделать. И пришлось мне оставить, так как в 41-м участке, мне, например, только начинался подсчет голосов. Понимаете? И там тоже всячески не допускали там, 20 метров расстояния, и как наблюдатель должен увидеть эту галочку. А почему они не подошли? Стояли, пришлось, вот я стоял и наблюдал, пока не видел все галочки. И даже при этом были нарушения, когда в стопку Единой России ложили от новых людей. То есть несколько бюллетеней, 4-5 бюллетеней я оттуда вытащил. Тут, кстати, да. То есть это на самом деле этот подсчет голосов, это самый последний рубеж, где можно сделать. Обокрали вот сильно и КПРФ, и новых людей, потому что я на одном из участков там комиссии говорил, готов с вами поспорить, что 15% будет у новых людей. И это их минимальный результат, реальный. Вот. Их также обокрали, потому что в городе они получили намного больше, чем в районе. Но что новые люди, что КПРФ были готовы к этому, я так считаю. То есть они не оспорили это, они и сейчас об этом не говорят. То есть их этот результат устраивает. А получается, люди, которые за них проголосовали, остались обманутыми. Новые люди, надо тут отметить, что, наверное, все заметили, у них упор был на город, да, только. Даже по их агитационной кампании было видно, что они работали только на город в основном. Из чего мы можем сказать, что новым людям, исходя из количества избирателей по городу, раз они сделали такой упор только на город, в районе было, но так вот, по минималке, то есть им было достаточно только городских избирателей, чтобы получить 1-2 места. У них была цель, значит, 1-2 места. И из этого мы понимаем вообще их предназначение, да? Для чего они появились, каково их предназначение непосредственно в республике у нас и каково их предназначение вообще в качестве участника избирательной кампании. Это просто можно было увидеть по качеству агитационной кампании. Именно упор на город. Все, здесь понятно. Поэтому здесь говорить мне жалко лишь одного, что многие избиратели, к сожалению, покупаются на само название, во-первых, новые люди. Это тоже тут вообще все у нас связано с психологией, да, это не просто модно, это актуально, да, и к избирательной кампании тоже. Это связано вот с психологией человека. Новые люди, и их даже агитация была в какой-то степени агрессивной, но тем не менее в качестве 25-го кадра они присутствовали практически везде. Даже вот вы видели на сетевых магазинах наклейки, да, в том числе на калмыцком языке. Цвет агитационного материала очень такой приятный. Вот. Поэтому новые люди, хочу сказать, что получили то, что заслужили. Но мы еще в нашем отчете как раз указали, вот такой у нас там есть раздел «Покупка голосов». Это подтверждено, это у меня лично есть эти переписки, мне люди писали, говорили, проголосуй за деньги. Да. То есть мне прислали фотографию, как надо проголосовать, как надо сфотографировать. Я слышала такие... Это не слухи, это реальность. Не слухи, да, потому что у меня тоже знакомые говорили, даже продавщица. То есть, деньги на это выделялись, в принципе, результаты. Вот разговоры, кстати, о покупке голосов, они велись в разных сообществах, да, и реальных, и онлайновых, и реально, да. Не могу опять-таки утверждать об этом, но то, что разговоры такие есть, они тоже неспроста не будут, да, вестись, что новые люди именно задействовали, насколько я поняла, молодую часть избирателей.
там, от 18, будем говорить, да, совершеннолетние, и до, ну, наверное, до 25 основной вот этот был массив. То есть это те избиратели, которые не ходят, конечно же, на выборы. Ну, молодежь, они не вникают в это, да, в основном, не буду говорить про всех, но в основной массе. Вот. И их просто-навсего вот привлекли каким-то вознаграждением. Но их использовали в своих целях, можно даже так сказать. Вот те партии и кандидаты, которые этим занимались, если они этим занимались, то они просто использовали вот это молодое поколение, да, в своих целях, зная, что они есть, и они не ходят на выборы. И причем, кстати, сейчас вспоминаю, мои наблюдатели на 2 участках, они мне говорили о странных молодых людях, которые компаниями заходили на избирательный участок. Но странность заключалась в том, что они приезжали, они даже выходили, мои наблюдатели, прослеживали, как они приезжали. Во-первых, они приезжали компанией на одной машине, и во-вторых, когда они заходили на избирательный участок, они заходили, как будто не понимали, куда попали. Первый их вопрос был: а где тут голосовать? Нам надо проголосовать. Ну, то есть по человеку видно, любой что... человек тоже зайдет. То есть по ним было видно, что люди пришли вот с определенной задачей, да, не сам по себе. Молодых людей все-таки легче прочитать, да, в этом смысле. Поэтому... Люди, которые первый раз приходят. Ну, это карусель, да, это тоже старый трюк, да, и в принципе... Ну вот именно эту молодежь, их как бы проследили, это была не карусель, это были реальные люди, но видно, что они пришли с определенной... Нет, так карусель это и есть реальные люди, которые имею ездят по участкам разным. У меня имею в виду, они не повторялись у меня, да, на других участках, да. А это были именно реальные избиратели, но которым кнопку включили определенным способом, и они вот пришли. Реальные избиратели, реальные в смысле, что они существуют реально, но нереальные именно в идеальном, да, в смысле, какой должен быть избиратель. Ну, контроль, да, был усложнен, законы, в принципе, сейчас такие, да. Если в 2021 году были члены комиссии с правом совещательного голоса, были доверенные лица, представители СМИ, это все, кто могли наблюдать качественно, то есть у них было много прав. То в 23 году оставили только, получается, уже в 22 году оставили только наблюдателей, причем что их могут удалять с участков, что и происходило, то есть их там пытались провоцировать и удаляли. Но как минимум наблюдатели могут проконтролировать явку. Вот на примере Лаганского района хочу, да, сказать, очень сильно разобрана явка. Если взять Киченера, да, там везде там за 80, 70%, да, ну видно, что вот всем районам взяли комиссия, да, и накидали голосов, то в Лаганском районе там было много наблюдателей, там работали, там вот кандидат тоже «Справедливой России» Анна Бочарникова набрала много наблюдателей. И, конечно, все по-разному сработали, кто-то там просто отсиделся, потому что там есть участки, где явка 90%, но есть и участки, ну, по крайней мере, один участок, где явка 31%. Она приближена к реальности, этот процент похож даже на элистинскую явку. И по сути в районах, скорее всего, такая явка и есть, потому что еще когда я сам ездил в 2020 году в Комсомольске, да, сидел на участке, у меня была явка там 25 или 27%. По сути, это, я думаю, явка такая, в принципе, по Калмыкии. Это реальная явка, конечно же, да, за счет вот сел. Как раз вот на первом округе явка 25%, на пятом округе 28%. Там, ну, с копейками. Ну, по одномандатным 28, потому что там меньше голосуют, чем еще момент был такой, то, что на самом деле выездных голосований в Элисте было очень мало.
Потому что их в листе легче проконтролировать, отправить машину, даже кандидат сам может поехать, либо наблюдателя посадить, если там была, конечно, не иногда спорили кандидаты от Единой России и от КПРФ, кто поедет, естественно. А взять по селам, например, взять опыт 2021 года, там было очень тяжело проконтролировать, потому что, во-первых, у нас было мало наблюдателей, не хватило просто человеческого ресурса. Было несколько машин, несколько, получается, и мертвые души, то есть пеньковые голосования. За счет пеньковых голосований как бы села выигрывают. Не, выездное голосование, это, голосование вне помещения, это в принципе тоже это старый такой трюк для фальсификаций. И некоторые районы в этом из года в год как бы только этим и занимаются. Самый яркий пример — Приютинский район. У них всегда надомное голосование, очень высокий процент. В этот раз это 25%. То есть каждый четвертый избиратель в Приютинском районе, получается, проголосовал из дома. То есть с чем это связано? Что они как бы, им в этом районе труднее добираться до участков, или у них больше пожилых людей, да, в основном пожилые же голосуют, тем не менее и пожилые идут на участки, голосуют сами. То есть это такой тоже трюк такой для фальсификации. Не, ну вот смотрите, допустим, на моем округе, да, на избирательных участках сами участковые комиссии, они же когда готовятся, они из года в год там работают, да, хотя участковые комиссии составы обновились, но тем не менее основные лица остались те же. И в принципе информацию им передают и сведения, да. Они сами говорят, что у них каждую избирательную кампанию всегда есть вот этот основной список людей, которые голосуют всегда на дому. И они вот даже жаловались мне в разговоре, что если раньше там было 40-50 человек стабильно на участке, по территории, которая относится к участку тому или иному, то сейчас эта цифра упала, максимум упала значительно, и максимум там 10 человек. А в основном 3-5. Это за счет естественной убыли населения, потому что это в основном пенсионеры, да, они просто вот эти надомники, скажем так, умерли. Вот. Маленькая часть какая-то просто уехали на ПМЖ в другие места. И если в городе они знают постоянный свой контингент надомников, что уж говорить о селах. Это я вот могу с полной ответственностью заявить, что там тоже свой контингент, и люди уже привыкли к тому, что к ним всегда приходят. Поэтому даже если наблюдатель участвует в надомном голосовании, он может ничего подозрительного не увидеть, потому что реакция самих людей, сельчан, когда к ним приходит избирательная комиссия, даже если они не делали заявку, а я в этом уверена, что избирательная комиссия сама составляет эти заявки, для них это уже норма, они считают это для них это норма, поэтому, когда мы говорим наблюдателям, последите, как избиратель отнесется, он удивится, что к нему приехали, и даже выскажется, что я не подавал никаких заявок, тогда мы уже можем понять, что он просто записан, да, предварительно. То в селе, я думаю, такого нет. И людей просто избирательную комиссию ждут, и они вот как для них это дежурно. Опять пришли, да, все понятно, алгоритм уже проработанный, отработанный. Так что это вот те же самые кочующие списки из года в год. Они просто всех, они знают, кто у них дома голосует, и всех их переписывают. И в селе, там, допустим, 100 человек живет, 90 может проголосовать на дому. Вот и все. Причем они проводят очень хорошую работу до дней голосования. Они разговаривают с людьми, звонят и так далее. Поэтому... просто в этом всегда выделяется Приютинский район и Ешалтинский. Причем вот они в одной стороне, наверное, между собой общаются, да, делятся опытом. Как там эти так называемые СМОшники, да, работники администрации. И кто у нас основные люди на селе? Это всегда там почтальон, да, специалист СМО, который прикреплен, допустим, к селу, фельдшер, библиотекарь, если есть библиотека, и хозяин магазина, да, сельского. Вот это люди, как это сказать, есть организации селообразующие, а это люди селообразующие. И против них люди попросту зависимые, они боятся там высказываться или что-то говорить. И вот эти люди, они... Ветврачи там еще. И ветврач, если есть. Эти люди, они делают вот это, да, надомное голосование и вообще все голосование.
Приютинский район, да, действительно этим отличается хорошо. В основном, если по селам, да, насколько я знаю, надомное голосование там по округам, именно вот районным, 300-400, да, по-моему, вот так вот, то там в Приютинском, Яшалтинском за 1000, да, переваливает количество. То есть большой такой отрыв. Ну, еще хочется сказать, вот в этот раз численность избирателей, в принципе, приблизительно как и в 2021 году, это 200 тысяч избирателей, вот, при том, что численность республики сократилась, есть даже официальные данные, переписи 2021 года, то есть людей становится меньше. В Калмыкии всего официально 264 483 жителя, то есть получается из них 200 тысяч это избиратели, то есть достигшие 18 лет, ну, дееспособные, да, 64 тысячи это, наверное, получается дети. Но на самом деле, почему так достигнут высокое число избирателей? У нас в последнее время много регистрируется предпринимателей вот, из других регионов. Не здесь не проживают. Да, которые здесь не проживают. Они тоже считаются избирателями. Да? Но, конечно же, они не участвовали в выборах. Они, может, участвовали, мы не можем. Да, может быть. Кто-то взял и пошел, может, проголосовал. Не, или за него, может быть, проголосовали. Я даже больше об этом говорю. Это может быть. Я хочу, кстати, вот по поводу надомного голосования отметить такую интересную ситуацию. На своем округе у меня 7-й избирательный участок. 7-й избирательный участок, и к нему относится по территории дом престарелых и инвалидов. Если на других участках у меня надомное голосование в пределах нормы, такой, да, который в силу обстоятельств норма, 10-20 человек, то на 7-м избирательном участке за счет дома престарелых и инвалидов у меня количество надомного голосования увеличилось. Там у меня 117 человек. Я уже в целом считаю. Вот 117 человек, из них 103, насколько я помню, это дом престарелых и инвалидов. К ним делали 3 рейда. Вот. Но там больше, на самом деле, избирателей официально. Из них 40 с чем-то человек проголосовали в первый же день, их привезли на автобусе. Да. Но это подвозом не считается. В принципе, раньше же там был отдельный участок, и там как раз численность не была там 100 тысяч человек. Вот я к тому, что у меня возник вопрос по какому поводу. Я, естественно, ознакомилась со списками этих надомников. Не сама, мне председатель комиссии показала. Раз показывает, что же я почитала, конечно же, с ее рук. Вот. На что она удивилась и говорит: зачем вы так тщательно, с таким интересом рассматриваете? Фамилии. Я говорю, потому что я думаю, может, я увижу там знакомых своих, да? И она говорит, что увидели, с таким некоторым испугом в голосе. Я говорю, да, увидела 2 человек. И причем я знаю, что они по своему существу, по своему состоянию, они недееспособны. Вот в чем у меня вопрос, с которым я планирую еще разобраться. Для меня это принципиальный момент. Один из этих голосовавших на дому, да, то есть тот, кто в доме престарелых инвалидов живет, он близкий родственник одного из моих наблюдателей. И он мне с твердой уверенностью сказал, что этот человек недееспособный. Вот. Второй тоже, по моим, я его знаю, какое его состояние, он не может быть дееспособным. Поэтому, если даже они официально не недееспособны, то вопрос к руководству Дома престарелых инвалидов. Раз они находятся на их попечении, они должны были предпринять меры к тому, чтобы оформить вот этих людей как недееспособных в силу их состояния, потому что они реально, вот даже кто был там, а я там была, они реально таковы, эти люди, и они в таком состоянии там пребывают, и можно предположить, что за них вот голосуют, а это значительная цифра, если сравнивать 7-й мой участок избирательный с другими участками. Самая высокая явка получилась. Самая высокая явка получилась, во-первых, и самый высокий
самое большое количество голосов, отданных за моего оппонента Джангаева Чемида. Вот. Многие там, может, подумают, ну что там чуть-чуть, там чуть-чуть. А так они и набирают. Здесь немножко взяли, да, на другом участке взяли. В целом цифра и получается такой. Были отмечены случаи, что в списках находились люди уже умершие. В принципе, это бывает нормально, когда, человек недавно когда человек умер после уже да. окончания работы со списками. Но, да. скорее всего, тут другой случай, да, и это тоже практика распространенная, да. когда в списках находятся люди, которых уже нету давно. Не, ну это вот смотрите, для меня, с моей точки зрения, это такая методика тоже разработанная, что они, я говорю, комиссии, да, не знаю, кто там они конкретно, допускают намеренно нарушения. Даже вот когда мы на участке находимся, они вот в наглую нарушают и просто ждут реакцию. Ну, если скажут, как бы мы признаемся, ой, ошиблась, да, допустим, как у меня это и было явно. Я там говорю, нет, это не так, и там председатель комиссии говорит, ой, да, извините, что-то у меня голова болит, я устала, да, сейчас сделаем, да. И здесь тоже, я думаю, в какой-то части это намеренно такое допускается. Ну, если увидят, исправим, как бы, что ж, а потом скажем, что, что вы хотите, сразу нападаете, люди же умирают, как бы, да, движение идет определенное. Вот, мне кажется, расчет в том числе и на это тоже. Отреагируют, исправим, не отреагируют, как бы, нам к результату, да, добавка. Ну, вот по самим членам комиссии, да, в основном это же учителя, да, там, воспитатели детских садов, да, и в принципе понятно, да, как они учат. Если они позволяют себе вот такие результаты как бы подрисовывать, подделывать, да, то, соответственно, как бы и у детей они также учат. То есть списать или еще что-то, наверное, норма получается. Ну, недаром, в наше время, да? Да, недаром вот классики говорят нам, да, что человек, он формируется из действий, да, которые превращаются в привычки, а потом и человек формируется. Но не может человек, который вот в такой ситуации что-то делает, да, и потом раз переключиться и стать хорошим. Нет, он может быть хорошим, в принципе, учителем, техническим, но он не педагог. Вот для меня сейчас мало педагогов. Учителей много, да, а именно педагогов, которые формируют человека, да, в школе, так как ребенок большую часть времени проводит в школе, получается, да, практически. Вот. Поэтому вот здесь даже можно воспользоваться случаем, и хочу напрямую обратиться к уважаемым работникам образовательных учреждений. Школы это могут быть или детские сады, в основном к школам даже, да, мое обращение, что пора уже начать задумываться о том, что вы творите на избирательных участках. Не буду называть конкретно что, и мы об этом знаем, и вы об этом знаете, но просто нужно определиться, наверное. Либо вы там, либо вы здесь, да? Либо вы основное свое предназначение исполняете, либо нет. Вот я вот сейчас это говорю, и при этом я в голове понимаю, что я говорю бессмысленно, потому что это уже люди, сформировавшиеся, и поглядев на них в очередной раз на избирательных участках, а у меня на округе 4 участка – это школа. Получается, в Русской национальной гимназии, в РНГ 2 участка, 15-16, и вторая школа, тоже 2 участка. И на одном из них в каждой школе председатель участковой комиссии – это директор школы. Ну, понятно, что если одной комиссии председатель – директор школы, значит, он курирует и второй участок тоже, да? Это даже из каких-то моментов, становится понятно, это, в принципе, несложно прийти к такому выводу, да. Ну, я могу даже наблюдателей сажают учителей. Понимаешь, что это была команда из председателей, директора, из членов комиссии, из председателя директора и учителя, которые находятся подчиненные. Да, да, потому что у меня был такой момент, вот в 17-й школе, там работала моя мама, и там была одна учительница, то есть она там сейчас есть, она такая, вот, Бориска, молодец, я за тебя там все 3 дня улыбалась.
А потом она как бы больше всех как бы начала, как сказать, противодействовать. Когда член комиссии, мой член комиссии, да, хотел пересчитать пачку «Единой России», то есть она больше всех там возникала. И именно в тот момент, почему я говорю, а почему вы это не засняли наблюдателям? На наблюдателей было оказано давление от учителей, понимаете? То есть там у них своя война, у этих своя война. И на самом деле я даже сам растерялся. Ну, как бы, вот такие моменты нужно, я думаю, снимать все-таки. Не, конечно, вот я же говорю, что обидно, видео это... Человек, это коллега моей мамы, да, который все 3 дня был. Я прекрасно понимал, что, конечно, это, скорее всего, не так. И подозревал, что это так и будет. Но это печально, на самом деле. Член комиссии был первый раз, но вот очень грамотно отработал, все пересчитали. И она была в диком шоке, на самом деле, когда такое увидел. Видео надо обязательно снимать, мы это говорили наблюдателям, это всегда нужно снимать. И все, кто работает в комиссии, они занимаются, как это правильно называется, публичные, ну, занимают публичные должности, да, в этот момент. То есть о них можно говорить, нужно говорить, называть их имена, где, хотя бы фамилии, от кого они назначены, потому что эта информация висит на сайте избиркома. И вот когда мы опубликовали, что вот на таком-то участке в Лаганском районе в списках есть умершие люди, да, и написали, кто там председатель, секретарь, зампредседателя, они восприняли это болезненно, начали писать, что типа это не мы формируем списки, это все ТИК, как бы, ну понятно, да, что это ТИК, наверное, формирует списки, но если вы работаете в комиссии, вы не должны воспринимать это болезненно, как бы, а вас должны все люди знать в лицо, потому что от вас зависит, как мы будем следующие 5 лет жить, получается. Вы контролеры, да, общественные контролеры именно этих выборов. Люди вам доверяют, идут голосовать, да, и надеются, что вы там сможете отстоять. Как бы, так люди голосовать не хотят. Так а они наоборот, получается, делают все наоборот. И еще, мы уже, наверное, привыкли многие, да, но раньше они даже прям просили не снимать их, хотя, но если вы не хотите, чтобы вас снимали, не занимайте такие публичные должности, да. Как вампиры, вот, которые света боятся, они сразу камерой закрываются прям вот руками, да? Да. Ну, на это прям просто смешно смотреть, они же себя со стороны не видят. Да, в 2021 году просто еще можно было, как бы, членам с правом замечательного голоса, наблюдателям. Ну, в принципе, снимать можно кому угодно. Сейчас вот есть и такой способ. Обычный избиратель может пойти и снимать на видео. Я когда хотел голосовать, я шел с видео и снимался. Вот у нас есть один товарищ тоже, он пошел на участок, начал снимать на видео, да, еще к нему пытались докопаться, да, там сотрудники полиции, там члены комиссии, но в законе нету такого, что он не является участником этого, вернее, как сказать, он является участником. Статус избирателя, он просто не закреплен. Да. У него нет вот этих его прав. Но каждый гражданин России имеет право, как сказать, пользоваться своим личным телефоном, где хочет. Он находится в публичном месте, он не снимает кого-то целенаправленно, да, он просто, как сказать, освещает то, что он хочет. Нет, просто вот членов комиссии их проинструктировали, но у них, видимо, может, в голове все попуталось. Они путают вот право на съемку и право на и ответственность за дальнейшую публикацию. Они еще некоторые, вот, ну, ты вот говоришь, статья там такая-то Гражданского кодекса. У некоторых это тоже было излюблено. Они говорят, вот статья там такая-то Гражданского кодекса. Ну, там некогда было их ликбезом заниматься, да, но тем не менее такое было. Но наблюдатели, да, наш такой единственный, основной, не единственный, но основной инструмент в условиях, когда члены комиссии с правом решающего голоса работают, назначенные от тех или иных партий, работают вопреки тому, от кого они назначены, во многих случаях и открыто. Вот у меня на участках члены комиссии с правом решающего голоса, назначенные партией КПРФ, открыто отказались подписывать и подавать жалобы и особое мнение, которое я для них подготовила. Вот. Ну, для меня это тоже был, несмотря на мой опыт, некий удар, потому что это все публично, и человек в открытую прям вот отказывает. Естественно, это влияет
придает такой, дает определенный бонус к тому или иному поведению его коллег по комиссии. Они видят, да, вот это отношение и понимают, что у них есть сила определенная. И в этом смысле, что даже если свои, да, не поддерживают их. И вот здесь по поводу членов, по поводу, вернее, школ, хотела бы еще отметить такой нюанс, тоже на примере своего округа. Вторая школа, где, как я говорила, произошел у меня инцидент с тем, что участок был вскрыт, 8-й участок вскрыт был. Пока из тех объяснений, которые имеются у нас в наличии официальных, что якобы туда зашла уборщица. Вот. Но почему уборщицу не проконтролировала директор школы, да? Директор второй школы Ирина Самбуевна, по-моему, вот я боюсь ошибиться, директор второй школы, она была председателем участковой комиссии номер 9. Ну, надо было видеть мое удивление, когда на следующий день после вскрытия я захожу на вот этот 9-й соседний участок во второй школе и вижу там эту уборщицу, которая якобы там по технической необходимости зашла на участок без спроса, да, в нарушение всех норм и правил. Оказалось, что это, я у нее спрашиваю, говорю, а вы что здесь делаете? Она удивленно на меня смотрит и говорит, ну, как бы мы же вчера виделись, глазами она мне показывает, как бы, я уборщица, она мне говорит. Я говорю, я знаю, что вы уборщица школы, но что вы делаете на 9-м участке? Ее в бок рукой подводит, видимо, тоже наблюдатель, мужчина, как оказалось, он тоже работник школы технический, и говорит ей, ты что, какая ты уборщица, ты здесь наблюдатель. И она сидит, говорит, да, точно, я наблюдатель. Я говорю, а от какой партии? Она не могла партию даже вспомнить. Но это была либо ПСС, все сотрудники либо партия работали. Роста. Ну, то есть здесь мы можем видеть по вот этому наглядному случаю, да, каким образом собираются наблюдатели. Это якобы, да, якобы провозглашаемая вот это общественный контроль, который провозглашают, что вот столько-то было обучено, и они закрыли все избирательные участки. Вот он, контроль. Которые люди сидят просто для вида, да, для массовости, чтобы цифры показать потом, что столько-то было наблюдателей, причем они разносторонние, когда человек даже не может вспомнить, что он вообще наблюдатель, и от какой партии он не может вспомнить. Болтикова Ирина Юмбуевна. Болтикова Ирина Юмбуевна, да. Это она директор школы, да? Она директор второй школы, и она председатель участковой комиссии номер 9, да. Вот как раз-таки накануне того дня, когда вскрыли избирательный участок, мы уходили оттуда вместе с ней последний. 8-й уже ушел, тот, который вскрыт. И она мне обещала, что участок не откроется раньше 7. То есть придет уборщица, но она откроет только к 7 и только с разрешения администрации либо председателя комиссии. В итоге мы из звонка наблюдателя нашего, которая к ее плюсу, да, прибыла раньше, в половине 7-го, и дверь уже была открыта. Вот. Да. Вот такие вот, как Ирина Юмбуевна, они педагоги, да, учителя. Педагог, да. Они позорят эту профессию, я считаю. Позорят, то есть, как бы, и таких много. Как бы, не знаю, вот, кто у них учится, я вам сочувствую, конечно, что такой человек влияет на вашу жизнь. Да. И здесь, и тут же скажу, что вот эти участки 8, 9, 15, 16, вторая школа и РНГ, в силу определенного территориального расположения, не хочу сейчас говорить какого, дабы меня не обвиняли, что я там какие-то провожу разделения, да, но вот там я заняла 3-е место. 3-е место именно на этих участках, потому что 2-е занял кандидат от партии ЛДПР Артем Хрущев. Вот. Он занял там, еще раз повторюсь, для тех, кто, я не буду озвучивать прямо, но вы поймете, исходя из территориального расположения этих участков, занял вот именно Артем Хрущев 2-е место. Ну, а что не будет? Это тоже говорит о том, что нужно все-таки говорит об осознанности, да, избирателя, что избиратели все-таки голосуют по определенному мотиву, к сожалению. Мне кажется, это на самом деле нормально. Нормально, в принципе, потому да. что,
прямо Какой-то буду стиль. говорить, да, ты имеешь в виду по национальному признаку люди голосуют. И в принципе, так, ну и калмыки также голосуют Не, по ну национальному тут, признаку. Не, вот да, тут я не договорила, Да. что тогда ну, по такому же признаку, возможно, проголосовали и на других участках наоборот, да, больше за меня, а Артем Хрущев меньше. Да. Это, в принципе, нормальная ситуация, потому что взять там... Я знаю, что во многих районах, где преобладает там русское население, там тоже много голосуют за ЛДПР. Ну, вот именно ЛДПР почему-то, да, поддерживает сильно. Ну, именно в этом контексте хотелось бы, вот, чтобы избиратели все-таки да, задумывались о том, для чего они голосуют. И голосовали все-таки объективно, да? Не надо, да, это относится не надо ко смотреть, всем, да, да, что, да, это относится ко всем. Вас обманет Не любой надо смотреть депутат, на, и русский, да, и калмык. на национальность, на внешние какие-то там качества, да, понравился, не понравился и так далее. Нужно смотреть по объективным признакам и все-таки задумываться о том, что вот, это голосование, оно влияет на то, как мы будем жить дальше. Это важное очень мероприятие. Это не просто вот эта галочка, да, и потом забыли про это. Нужно вот, ну, наверное, это задача и нас, да, в том числе, потому что нам нужно, да, все-таки и нам, и тем, кто хочет каких-то изменений, нужно проводить работу с населением. Пусть мы ограничены в возможностях, но тем не менее это нужно делать, да. Я считаю, на самом деле пришло время. Было время, да, вот многие разъезжались, я всегда говорю, очень много людей уехало, делиться уже не с кем. Как писали, да, царь говорит, пришло время объединяться, на самом деле. Если мы хотим изменений, мы не готовы ни к рассвету, ни к закату. Вообще, на самом деле, ни к лучшим временам, ни к худшим временам. На самом деле. Мы, как народ, мы не готовы. И нужно объединяться и вести работу. На самом деле. Для прогресса, на самом деле. А уже же Единая Россия так объединяется, да, они вместе. Просто вопрос в том, что кто с кем объединяется, да? Как бы. Ну, по этим результатам выборов и я просто обращаюсь по предвыборам к людям, которые никогда не ходят на выборы, никогда не ходили, либо к тем людям, которые, как сказать, портили бюллетени, кто за меня голосовал, к этим людям я обращаюсь, потому что, ну, надежда на самом деле на них, потому что бюджетники, по большому счету, ну, по моему мнению субъективному, они просто голосовали инерционно, то есть из прошлого опыта, то есть поэтому... Ну, я могу сказать, что, скорее всего, бюджетники голосовали, как и в прошлый раз, да. не обязательно за Единую Россию, потому что в тот раз они проголосовали против. Просто сейчас их голоса могли закидать за Единую Россию. Не факт, что они так голосовали. Я же говорю, в городе в этом году, в этот раз проголосовало еще меньше людей за Единую Россию, чем в 2021 году. Поэтому, ну, бюджетники, они в таком более сложном положении, потому что они, как сказать, зависят от своего работодателя. И там не прямой, конечно, приказ им там дается, наверное, но тем не менее они понимают, что если они пойдут против воли там руководства, к ним может быть в дальнейшем другое отношение. Это тоже а получается, что мы не бюджетники, зависим от бюджетников, да? Здесь вот это такой... Все друг друга зависят. Ну, вот такой клубок, который все-таки нужно как-то, ну, немножечко размотать и расставить приоритеты. Но в городе все равно такого наседания, наверное, уже как раньше нет на бюджетников, действительно. Они, главное, чтобы пошли, да, дали то количество, которое необходимо. Если говорить про кандидатов-одномандатников, необходимо кандидату-одномандатнику, чтобы выиграть. У нас, я думаю, что если работала профессиональная команда, как мы знаем, да, у «Единой России», то они все расчеты провели заблаговременно. Они посчитали, недаром они проводили свои, да, какие-то соцопросы предварительные, и экзит-пол их стоял в дни голосования, ну это уже для реакции именно в дни голосования, но все-таки основная работа была проведена заблаговременно, и они уже понимали, сколько им нужно количество голосов для выигрыша. Они, ну, во-первых, их задача всегда это сушить явку, да? Явку они все-таки сушат.
Им не надо, чтобы вот эти люди, которые не ходят голосовать или которые разочаровались, чтобы они... не повлияешь. Результат которых непредсказуемый, им лучше, чтобы они не пришли. Поэтому они расчет производят, и примерно вот по моим данным, которые мне определенные источники сообщили, у них была цель набрать приближенный результат к 1000. То есть они посчитали, что им достаточно будет 1000 голосов набрать, и они проходят. Поэтому, хотя раньше всегда считалось там примерно от половины, половина явки от количества, и нужно набрать примерно от половины явки. Если 11 тысяч, то где-то, получается, нужно было 2-2,5 тысячи набрать. Раньше всегда такие расчеты были. Сейчас они, конечно же, уменьшенные, да, и мы, в принципе, видим по цифрам, как люди проголосовали, да, пришло, можно сказать, 10% всего лишь на избирательные участки по округу людей, и из них голоса были розданы, скажем так, кандидатам-спойлерам. Основную часть, конечно же, взял кандидат от «Единой России». И если даже взять данные статистические и посмотреть, сколько у нас избирателей, которые получают заработную плату из бюджета, это не только работники бюджетных организаций, это и работники министерств, ведомств, да, которые тоже из бюджета получают заработную плату, мы увидим, что вот этой вот, допустим, если брать по моему округу 1100 голосов Джангаева, что я думаю, мы увидим, что вот это количество, оно даже не приравнено к количеству вот этих так называемых бюджетников. Оно даже меньше, чем имеющееся количество бюджетников. Поэтому здесь они, вот, еще раз повторюсь, играют все-таки на так называемую сушку явки. Нам в будущем это урок к тому, чтобы проводить активнее часть избирательной кампании по именно тому, чтобы люди шли голосовать. И тогда тогда процент явки увеличится, и, соответственно, кандидаты от партии власти будут получать меньше. И тогда у них и результат будет менее предсказуемый. Вот. Поэтому вот то количество, которое получили кандидаты-одномандатники, я считаю, что это тот минимум тех людей, которые должны были пойти за них проголосовать. И какой-то, конечно, процент, в этом проценте это друзья, знакомые, близкие, родственники. Вот. Я не говорю сейчас про то, что там даже купленные, да, какие-то голоса, потому что не только про новых людей говорили, что да, и про ЛДПР говорили. Да. По планам, да, наверное, политтехнологов, они, кстати, были чуть ранее опубликованы, там, как типа данные экзит-пола, что предварительные, что у «Единой России» будет 65%, что мы увидели, да, у КПРФ что-то там 13, что-то такое, по-моему, да, тоже, что мы увидели, да, а у «Справедливой России» они писали, что будет 3,6%. То есть «Справедливая Россия» в их уравнение не входила. Потому что она была немножко непредсказуема. Хотели отодвинуть вообще, и я думаю, лидер партии, да, вот Наталья Сергеевна, да, она, наверное, понимала это, и она вот в последний практический момент обратилась к нам, к наблюдательному полку, да, чтобы мы пошли контролировать выборы. То есть она была уверена в своем проценте, да, то есть ее задача, мы сказали, мы не агитируем, мы не призываем людей голосовать, да, за «Справедливую Россию» там, или за вас, да. Я также и говорил, что я не призываю голосовать ни за Балеева, ни за Санжинова, потому что мы просто наблюдатели. Но результат, получается, отстоялся, они 5,23% удержались до их, хотя на самом деле у них реальный процент повыше. Сколько у них в 2021 году было? В 2021 году у них было 7%. Вот это их реальный, я думаю, результат. 7%, да. Даже, наверное, чуть больше, потому что районы же еще учитывают, да. Хотя, с другой стороны, у них работы в районах, наверное, мало.
Ну, они, кстати, вот кто ходит пешком, да, особенно, видели, что в последние дни агитационного периода они прям вот активизировались. Много их было всяких агитационных материалов на столбах, на домах, в центре города именно. Ну, вот сейчас по факту, не знаю, получается, что единственный депутат оппозиционный, получается, Манджикова будет, что ли? Или она не будет оппозиционным? Не могу сейчас насчет этого. Потому что насчет КПРФ я понял, все, теперь это будет единогласно с Единой Россией. Вот смотрите, если мы обратимся к предыдущим избирательным кампаниям, я вот лично не могу 100% утверждать, как и кто будет себя вести. Ну, в принципе, мы даже на примере вот этого созыва Хурала 6-го, да, видели, что они тоже заходили на каких-то других позициях, потом в процессе переформатировались, да, в силу вот этих обстоятельств внешних, каких-то внутренних. Поэтому как сейчас оно, к сожалению, мы вот сами очевидцы и современники того, что не всегда озвученные позиции тех или иных партий потом совпадают с реальностью. Но, может быть, здесь нужно и сделать какой-то даже небольшой спуск, потому что там тоже живые люди, да, ориентируются, как бы вынуждены в тех или иных обстоятельствах перестраиваться, может быть. Здесь оценку сложно давать. Увидим на деле, как... Но одно я могу сказать с полной уверенностью, что ответственность сейчас у них больше, ввиду их малочисленности. Ну да. А вот кто, кстати, может быть, уже известно, будет депутатами от партии КПРФ? Ой, я вот не обладаю такой информацией, но если в силу закона, то правила таковы, что проходит всегда сначала первая так называемая тройка, да? То есть, двойка получается, да. Ну, если 2 мандата, то двойка, да. Потом есть возможность, то есть сначала всегда предлагается принять мандат им. Вот то есть здесь такая процедура избирательной комиссии, когда избирательная комиссия подводит итоги, она рассылает, она же считает, и тем, кто первые, она отправляет им. Первый это Нуров Николай Арнеевич. Нуров Николай Арнеевич, второй это Рендженов Петр Валентинович. Петр Валентинович, да, это коммунист. Да. Я не знаю, кому. Потому что я в 21 году не знал о нем вообще ничего, что он состоит в партии. Выдвинулся, да, от КПРФ, в отношении другого не могу сказать. Вот. Получается, что по закону они принимают мандаты, становятся депутатами. Ну, есть дальше в этом порядке исключения. Если кто-то отказывается, то потом идет движение вниз. Понятно, все. Ну, тут еще такой момент. Я вот сейчас вспоминаю видео, эксперимент с крысами, да, не хочу аналогию проводить такой, но был такой эксперимент с крысами есть, да, когда они в каком-то закрытом пространстве, у них начинается деление, иерархия. Крысиный рай 25. Да, там, и там всегда бывает, там часть там лидеров, часть там работяг, часть там отрицалов, еще кто-то, да, то есть как, ну, в любом обществе, там какое-то идет деление. И когда с этого общества убирают определенных крыс, оставшиеся начинают со временем выстраиваться именно в точно такую же пропорцию. То есть, допустим, убрали лидеров, появляются лидеры из оставшихся, и они создают такую же пропорцию. Там, если уберут там работяг, то будут работать те, кто не работали из оставшихся. И у меня такая надежда, что среди депутатов, да, я их не сравниваю с крысами, тоже произойдет. Раз уж они все сейчас за Единую Россию, ну, как минимум 26 депутатов, да, то и среди них все равно произойдет, наверное, какое-нибудь такое дробление, да, потому что я знаю, там есть депутаты, ну, кого я лично знаю, кого я друзьями считаю, да, и хоть они и пошли от Единой России, я надеюсь, что там все равно появятся такие коалиции, более такие здоровая какая-то коалиция, которая будет
прокалмыцкая, можно сказать, да, который будет действительно отстаивать, да, интересы республики. Ну и, естественно, там будет такая большая коалиция, которая отстаивает интересы не главы республики, а даже выше, там, Москвы, Кремля, да, Единой России. Вот, на это надежда. Поэтому, ну, в любом случае, я думаю... У тебя есть надежда, у меня такой надежды, вот честно скажу, я не питаю таких надежд. Я всегда говорила и говорю, что когда вот люди даже говорят, а вот этот кандидат, он такой хороший, он нам асфальт сделал, да, или там еще там детскую площадку, конечно, мы будем за него голосовать, а этот кандидат, допустим, от КПРФ, он ничего нам не делает, а почему мы должны за него голосовать, да? Во-первых, конечно, люди здесь должны понимать, что кандидаты от «Единой России», они в определенном преимуществе. Кандидат от «Единой России» – это равно «Единая Россия». «Единая Россия» равно власть. Власть, у которой находится бюджет и все способы и возможности делать эти дороги, площадки и так далее. То есть, получается, кандидат от «Единой России» во время избирательной кампании, ну, я бы так сказала, с барского плеча делает капельку того, что должна была сделать та власть, от которой он выдвинулся и идет на выборах. Почему для себя я пришла к такому выводу? Почему в так называемое избирательное или выборное межсезонье, то есть когда выборов нет, мы не видим такой активности? Потому что это все приберегается для избирательных кампаний, когда кандидаты должны показать, что они... Зачем делать дороги и тротуарные площадки просто так? Это же нужно сделать именно в избирательную кампанию для того, чтобы людей привлечь. Люди, к сожалению, вот, ну, многие на это не хотелось говорить покупаются, но, грубо говоря, их это привлекает, нет, да, их это располагает. Что это не покупается. Я сам, когда был как бы непробужденным, да, мы так спокойно все и говорили, там вот как бы, о, скоро выборы, сейчас что-нибудь нам сделают. Или надо, люди к этому так или относятся. надо что-то попросить, да? У людей уже вот такое в сознании закрепилось. Или как Борис пример говорил, когда там, да, женщины там, о, там, принесите нам там. Есть такая практика, на самом деле, вот из моего личного опыта, то есть сам я газеты разносил, получается, информационные, они были не агитационные, да? И листовки сам же я расклеивал, как бы, и я понял, что на самом деле, как сказать, люди пенсионного возраста, они именно в момент выборов, они стараются что-то... Они понимают, что именно в этот момент им смогут что-то сделать. Чтобы попросить депутатов, чтобы они что-то сделали, то есть когда был такой момент... Кандидатов. Когда, кандидатов, да. Ну и депутатов, получается. Ну, да. Я-то кандидат, а были депутаты же, понимаешь? Да, есть точно. То есть когда я расклеивал свою листовку, одна женщина ворчала, вот, этот такой-сякой, он даже не пришел, типа к нам навстречу, как бы, а другой пришел и все здесь сделал, как бы там. А он такой-сякой не пришел. Я говорю, а что вы хотели? Ну, вообще вот встретиться, поговорить. Я говорю, ну я здесь как бы, давайте поговорим, говорю. Вот, а что, говорю, ну, в общем, понимаете, то есть суть в том, что я в тот момент понял, что, ну, это не мои избиратели. То есть, это не мои избиратели, это, честно скажу, не буду я врать там перед кем-то, как бы. Потому что я на тот момент понял, какие кандидаты, такой избиратель. Мой избиратель – это тот человек, который никогда долгое время не ходил голосовать. Такие люди были на самом деле. Вот чисто вот из той статьи, из видео или из каких-то других побуждений. Ну или они ходили голосовать протестно. Да, были протестные. Но не те люди, которых нужно за что-то там, чем-то поощрять, там, покупать или еще что-то. Это не мой избиратель, однозначно. Вот такой вывод для себя сделал. Но... Ну, власть формирует же, власть, здесь и не хочется просто избирателей тоже обвинять, да? К сожалению, вот поставлены люди в такие условия, да, и живут в таких обстоятельствах, когда это как ребенок, вот в семье, да, ребенка воспитывают, и он в какой обстановке растет, такой он и становится, он впитывает. А люди живут вот в такой обстановке, когда у них воспитали потребительское отношение. То есть они понимают, что им нужно
Вот, они уже даже ориентируются, что им нужно именно в избирательную кампанию пойти попросить, и им не смогут отказать, да? Вот, ну, либо... вот со стороны, например, жителей, я сам понимаю, что это чуть ли не единственная возможность хоть что-то там благоустроить, там, свой район, там, свою улицу. К сожалению, вот до этого доведено. Ну, к сожалению, нужно констатировать тот факт, что власть просто развратила избирателей в этом смысле, когда они, это можно даже назвать своеобразным подкупом, да, подкуп избирателей, такой вот, который, конечно же, к законным основаниям не подведешь, но по сути это подкуп избирателей. И я считаю, что это делается намеренно для того, чтобы нивелировать облик кандидатов непровластных, которые обладают меньшими возможностями, ресурсами для того, чтобы сделать там те же дорожки, тротуары и так далее. А на самом деле кандидат в депутаты и депутат в дальнейшем, он не обязан, это не его прерогатива заниматься дорожками, это и другими какими-то благоустройством, да? Каким-то иным благоустройством, действиями, мероприятиями. Почему? Потому что я уже об этом говорила неоднократно, что депутат – это представитель законодательного органа. Это представитель народа в законодательном представительном органе власти. Это то лицо, которое контролирует, обязано контролировать тех лиц, которые должны исполнять, которые относятся к исполнительной ветви власти. Те органы и те учреждения и люди в них работающие, которые и должны делать дорожки, дороги и иные всякие вот действия осуществлять для благоустройства того или иного населенного пункта. А депутат должен этих чиновников, грубо говоря, толкать, да, в бок или в другие места, чтобы тот делал. Либо инициировать проверки, почему эти люди не делают этих дорожек, дорог, тротуаров и так далее. Но кандидаты от органов власти, в продолжение к тому, о чем я начала, они что делают? Они просто вот занимаются, ну, скажем так, вот такой мелочью, да, мелочью, которая важна для избирателей, тем самым их подкупая и привлекая на свою сторону. Вот этими, ну, я скажу, для меня это как подачки, потому что это все, в принципе, должно быть. Но это делается как подачка во время избирательных кампаний, для того, чтобы показать людям, что они вот будут это делать. Но на самом деле я хочу, чтобы люди понимали, что кандидат от партии власти – это и есть эта власть, которая вам должна все это делать, но которая вам этого не делает и которая выделяет небольшие средства во время избирательной кампании кандидату от партии власти для того, чтобы он подкупил таким образом избирателей. И тем самым нивелировал образ других кандидатов, которые, еще раз повторюсь, в силу вот своего предназначения, во-первых, не обязаны этим заниматься, но они могут пролоббировать решение этих вопросов, и в первую очередь они могут, для того, чтобы это все-таки было не подачкой, а это осуществлялось вовремя, массово, своевременно и качественно, чтобы он на площадке главного законодательного представительного органа республики озвучил этот вопрос, потому что у нас, к сожалению, в наших реалиях даже озвучивать эти проблемы не дают, а за их какое-то озвучивание буквально кусают. Да? А там, на площадке Хурала, где присутствуют все государственные средства массовой информации, вот этот вот депутат, который был кандидатом, из-за которого вы бы при хороших обстоятельствах отдали свои голоса, он вот там за вас бы решал массово эти проблемы. Не только для определенного человека, да, или для определенного дома, или микрорайона, а для всех жителей республики. Понимаете? Тут нужно все-таки нам в какой-то степени не ругать даже вот этих избирателей. Да, это все-таки, я считаю, что это как такие дети, да, можно так выразиться, а мы должны проводить вот эту вот информационную работу для того, чтобы люди осознанно понимали, что происходит вокруг них, и чтобы не давать людям обманываться вот такими вот подачками. Ну вот я когда говорил о том, что получается
депутаты, они практически все, да, провластные, да, вот 26 депутатов, да, получится. Я надеюсь на то, что среди них есть все равно такие, как сказать, настоящие патриоты, да, нашей земли. Потому что еще год назад, да, чуть больше даже, когда мы только говорили об этих выборах, мы понимали, что надо идти туда, чтобы отстоять такие сложные вопросы, например, территориальную целостность республики. Все молчат, чиновники, что у нас сейчас, посмотрите на карту Google, у нас отрезали 1500 квадратных километров. Это, ну, огромная площадь, огромная территория. И об этом все молчат. Там идет спор, да, еще на некоторых картах, да, как бы присутствует, эта территория отмечена как калмыцкая. Калмыки говорят, да. что это калмыцкая. Ну, астраханцы считают это своей землей, да, это уже тревожный звонок, да. И тогда мы думали, что нужны депутаты, которые в случае чего смогут отстоять такие, ну, вопросы, да? Глобальные, да. То есть там упразднение республики, еще что-то, да? Оно вполне возможно. Со Штыгашевым, допустим, да. Да, который... То есть хоть там действительно честь республики отстоять, да, там не промолчать. И я думаю, среди этих депутатов, ну, не думаю, а надеюсь, что среди новых депутатов будут люди, которые смогут отстоять. Ну, по крайней мере, мы, люди, должны от них этого требовать, чтобы они отстаивали интересы республики уже такие, получается, на общероссийской или даже международной арене. По сути, депутаты это, ну, тот легитимный орган, который представляет народ республики. Их же мы как бы выбрали, да? Ну, поэтому в его названии Народный Урал, да, он звучит. Нет, вот законодательный, в скобках, представительный орган. То есть это орган, который отвечает за принятие законов, изменений в законы и так далее. И представительный орган, потому что депутат – это представитель народа. Ну, поэтому это и народный хурал, да? Он должен быть народным хуралом. К сожалению, в реалиях мы этого увидеть не смогли пока еще, да? Но он должен был быть таким. Это тот орган, где каждый избиратель должен быть уверен, что ему не надо будет вот это стоять в очередях, да, записываться к депутату, ждать месяцами, когда ответят на его обращение, что он осознанно использовал свой голос, ходил на выборы, выбрал человека объективно, который способен, да, отстоять интересы людей, где-то вопреки даже своим интересам. Вот. И этот человек уверен, что он может, этот человек может быть уверен в том, что проблемы, которые схожи у любых избирателей на всей территории Калмыкии, они будут озвучены с трибуны Народного Хурала, потому что там их представители. Там будут сидеть не депутаты не просто, которые пришли туда, некоторые покрасоваться, да, многие вообще воспринимают сессии Народного Хурала как такую своеобразную тусовку, возможность выйти в свет раз в 3 месяца. Они приходят туда, видят знакомые лица, обмениваются информацией, да, где-то там контакты наводят, но во всех этих мероприятиях никто не вспоминает о простых избирателях, да? Они вспоминают только в избирательную кампанию перед выборами. И сейчас вот я тоже в списках вот этих одномандатников и даже в партийном списке «Единой России» вижу людей, некоторых я знаю лично, которые как люди отдельно, они нормальные, вот по человеческим качествам, положительные. Но хотелось бы быть, конечно, хотелось бы надеяться на то, что вот система их не съест, и что они не прогнутся под разнарядку, под решения фракционные и партийные решения. Ну, здесь только вот время покажет, как это будет. А так люди, в принципе, и в предыдущем созыве тоже отдельные личности были. В принципе, они... Ну, хороший человек – это не профессия. В данном случае хороший человек – это не равно хороший депутат. Поэтому здесь, опять-таки, да, такой отсыл к тому, как нужно голосовать. Голосуя за хорошего человека, вы не можете быть уверены в том, что он станет хорошим депутатом. Здесь нужно смотреть, откуда он идет, да, с каким посылом он идет и так далее. В предвыборном видеообращении
Я говорил, что нет достойных кандидатов. Я как раз имел в виду, что поскольку у нас избиратель как бы сырой, да, не готовый, все же взаимосвязано. То есть, соответственно, откуда и возьмутся кандидаты и депутаты, ну, дальше. Потому что достойный депутат, я считаю, это тот, которого выбрали люди, по-настоящему выбрали. У него потому что возникает такая моральная ответственность именно перед этими людьми. Если депутата вот как бы пропихнули, да, через Единую Россию там, или хоть как, да, там, через любым другим путем, а не тем, что тебя выбрали люди, у тебя моральная ответственность перед теми, кто тебя этим депутатом сделал. Вот поэтому я говорил, что нет достойных. И они достойные появятся только тогда, когда сами избиратели, как сказать, созреют, начнут ходить на выборы, начнут сами контролировать эти выборы. И, соответственно, и появятся депутаты. Опять же, я говорю, это может быть не обязательно хороший или плохой человек, да, то есть это может быть и злой человек, еще какой-то. Но если тебя контролирует народ, ты по-любому будешь хорошим депутатом, либо не будешь, тебя просто уберут, получается, если ты не будешь выполнять свои функции. Мы, получается, опять возвращаемся, да, к созданию гражданского общества. Оно уже у нас как бы частью сформировано, да, и осознанный избиратель, да, осознанный гражданин вообще, да, Калмыкии, он должен понимать, что от него многое зависит. Даже те депутаты, которые сейчас будут работать, они будут обязаны отчитываться, да, перед избирателями. Это вот уже как бы взяли почему-то еще раз прописали то, что они и так должны делать. Это они тем самым дали нам возможность это им предъявлять. Теперь, да, теперь хотя можно уже как уже можно, грубо говоря, за слово поймали. И к чему мы это говорим? Мы хотим объявить, что создаем общественно-политическое движение, которое как раз будет заниматься всеми этими вопросами. Не только, как сказать, подготовкой избирателей, да, и наблюдателей, а и контролем тех же депутатов, ну и в принципе всех сфер жизнедеятельности республики. У нас очень много таких больных точек, да, это вся сфера ЖКХ, это... Да вообще вся жизнь, да, все, что нас окружает, да. Ну, вообще нужен нам реальный общественный контроль. Вот органы власти любят использовать это слово общественное, да, у них общественная палата. Я думаю, многие в районах даже не знают, что у нас в Калмыкии в каждом районе есть общественная палата такого-то района. И сейчас они создали ассоциацию общественных палат еще, да? При каждом министерстве это есть. При каждом министерстве есть совет, да, и там мы видим в их составе одних и тех же людей. Но если власть объявляет о каком-то объединении, то тогда, я уже тоже об этом говорила где-то, допустите нас, да, к вот этой общественной деятельности. Как минимум, общественная палата, зовите нас на свои мероприятия, а не просто так в СМИ пишут они, да, мы провели такое-то мероприятие, в нем участвовали представители общественности. И я не могу понять, какие представители общественности там принимают участие. Какие-то дежурные, да, которые как бы для того, чтобы придать вот этот вот характер общественности, вот их якобы общественным мероприятиям. Я считаю, нужен реальный общественный контроль. Вот у органов власти есть свои общественные контролирующие организации. И у той части населения, которая не охвачена и не подпадает под их какие-то там, да, требования, не вхожа в их сообщество, тоже должна быть своя вот эта общественная составляющая, какая-то организация с функцией общественного контроля. И она будет включать в себя и выполнять функции, в том числе вот те, которые выполняют для органов власти те же самые приезжие политконсультанты, да? Почему тогда у нас не может быть
у другой части общества не может быть тоже своей вот такой же составляющей, которая будет проводить работу и по общественным опросам, и по подготовке наблюдателей, и по участию вообще во всех избирательных кампаниях, потому что мы живем все время в избирательных кампаниях. У нас 4 года выборы, 1 год такой выходной, можно сказать. Следующие 4 года опять выборы. То есть у нас все время выборы. И мы сейчас уже видим, что время нам диктует, что нам нужно вот вставать на эти рельсы осознанно, ответственно, для того, чтобы защитить ту часть населения, которая, а это подавляющая часть населения, которая, как мы увидели, в выборах не участвует. Это разочаровавшиеся люди, которые просто... Есть даже те, которые всегда голосовали за КПРФ или за «Справедливую Россию», и они говорят: мы, к сожалению, мы голосуем все время за вас, и мы не видим, мы разочарованы тем, что власть вас все равно не пропускает. Проходит 1, 2, но мы все время за вас голосуем. Они думают, что они в меньшинстве, да, хотя на самом деле это не так. А на самом деле да. Эти люди, вот вы, да, вы в большинстве, и мы должны построить такую организацию, которая будет заниматься, конечно же, регулярным информационным просвещением населения для того, чтобы воспитать осознанных избирателей и для того, чтобы появилась возможность начать путь к изменениям. Хотя бы начать путь к изменениям, потому что у нас изменений нет никаких. Мы топчемся на месте. Вот эта дырочка появилась, залатали, да? Это одинаковая дырочка, которая появляется каждый раз. Вот там тротуар поломался, сделали, а развития вперед нету. Вот и все. Это пример яркий. Жители северо-западных улиц 10-15 лет живут там, и у них нет дороги до сих пор. И это все окраины города, в принципе, да, такие. Поэтому, да даже центр города взять, да, посмотрите, улица Ленина, да, пешеходная часть, там тоже нет тротуара. Это если говорить, это просто яркий пример того, какова у нас картина сейчас нашей жизни. Поэтому, конечно же, вот настало время самоорганизовываться, объединяться осознанной части населения для того, чтобы приращивать тех людей, которые разочаровались и которые думают, что они ни на что не могут повлиять, а на самом деле это они сила. И это те люди, которые могут повлиять на ситуацию в республике. Те 90% по своему округу, да, я говорю, в Элисте, которые просто, как это говорят, проголосовали ногами, да, в данном случае бездействием проголосовали, они просто не пришли на выборы. Вот. Ну и в принципе все равно немало людей пришло голосовать. Вот все, кто голосовали там за КПРФ, там, за «Справедливую Россию», это все равно люди, которые, конечно, это понимают, драгоценные да, голоса. Да. Люди, которые голосовали за Бориса Болеева, за Оксану Санжинову, да, за других депутатов. Оговорка, да, по Фрейду? Может, мы станем... За других, да, кандидатов, да, оппозиционных, да. Давайте с вами объединяться и создавать это общественно-политическое движение, чтобы вы не разочаровывались в дальнейшем, да, в том, что вы голосуете и все безрезультатно, чтобы вы не думали, что вы в меньшинстве. На самом деле вы в большинстве. Я вам показал на примере 2021 года в сравнении с 2023 годом, да, что поддержка Единой России не выросла, она даже уменьшилась. Да. И если мы будем ответственно подходить к выборам, а в следующем году целых 3 мероприятия получается, да. Это выборы президента России, выборы главы Республики Калмыкия и выборы в Элистинское городское собрание. Вот. Если мы к этому будем подходить осознанно, то, естественно, совсем другой результат мы и увидим. Давайте объединяться. И люди, которые пришли, вот забыл про них сказать, которые пришли на участки и испортили бюллетени, это тоже ваша позиция, да, которую, она осознанна, ее тоже следует уважать, да, и значит, вам тоже есть что сказать. Давайте с вами тоже объединяться. В общем-то, мы все должны объединиться, да, и вырабатывать какую-то общую
концепцию, да, настоящего развития нашей республики. А не декларируемого, да. И вот мы здесь действительно хотим сказать огромное спасибо. Я уже публиковала, делала публикацию с благодарностью избирателям. И сейчас еще раз хочу воспользоваться возможностью. Хочу сказать огромное спасибо от всего сердца каждому из тех 451 жителя первого одномандатного избирательного округа, который не пожалел ни силы, ни время для того, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать, отдать свой голос за меня. Я несу ответственность за вот эти вот голоса, и я всегда открыта. Вы можете в публичных ресурсах обратиться ко мне. Я могу проводить общественную работу с вами. Почему? Потому что я все-таки, учитывая тактику, учитывая методику избрания депутатов-одномандатников от «Единой России», я могу с какой-то долей убеждения говорить о том, что мы все кандидаты, оказавшиеся на втором месте, в принципе можем считать себя депутатами, учитывая то количество голосов, которые получили кандидаты-одномандатники, и тот процент, который составило это количество, потому что это очень-очень минимальная цифра, которая была получена им при всех их ресурсах. Очень минимальная. Кандидат не может, получив такое количество голосов, всего лишь 1100 от 11 тысяч избирателей, при участии всего лишь 2400, я считаю, что это стыдно считаться вот народным избранником при таких цифрах. А те голоса, которые мы получили, 471 голос, это реальные голоса. Здесь не поспоришь с тем, что это реальные голоса избирателей. Здесь невозможно нас обвинить в чем-то ином, как мы получили эти голоса. И, к сожалению, вот у нас нет вот этого порога, да, явки, при котором выборы могли бы считаться легитимными. Я считаю, что вообще должно быть, чтобы хотя бы 50% от количества избирателей по округу приняло участие в голосовании, и тогда можно было бы считать выборы легитимными. Если не набирается такое количество по явке, а у нас даже и явки нет до 50%, ну как вот можно? Это, я считаю, такой пробел в законодательстве, и это повод для размышления, да, будущим законодателям в том числе. Поэтому огромная благодарность каждому избирателю, который отдал голоса и за меня, и за вот других кандидатов, одномандатников, непровластных. И я думаю, что вот наша ответственность в том, чтобы эти голоса сохранить и приумножить, в том числе путем работы вот той общественной организации, которую мы озвучили, что здесь планируем создать, с вашей помощью в том числе. Ну вот получается, за КПРФ «Справедливую Россию» и те, кто испортили бюллетени, это более 18 тысяч человек по Калмыкии. Это тот минимум, потому что еще сколько украдено голосов, а я думаю, украдено немало голосов. То есть это уже, даже если брать только 18 тысяч, от реального результата, это половина, получается, да, избирателей. Вот. На самом деле их больше. То есть получается, людей, которые здраво мыслят, которые, в принципе, хотят лучшей жизни для Калмыкии, тут просто, логически должно быть больше. И их на самом деле больше. Мы создаем общественно-политическое движение. Для участия в нем переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на первый онлайн-съезд, на котором обсудим все организационные вопросы.